Здравствуйте, мои дорогие. Маш Долши, я приветствую вас на своем канале. Вернее, уже мы приветствуем вас на своем канале. Как видите, мои дочери. Добрый день. Добрый день. Всем с прошедшим праздником. С праздником вас. Благодаря. Миру вам и благополучия. Аишка, а ты будешь здороваться? Ну-ка давай здоровайся. Аерза, мамига? Аиш. Привет, передай, потом ты будешь готовиться. Ты же готовить собираешься? Давай передай привет. Исти, Алханс, Аерз. Привет, все. Так, короче, тут продолжение банкета, как говорится. У нас эта еда, по-моему, за нами бегает. Не успели мы отойти от праздничного приготовления и заказов, и всего вместе. Мы дальше, вернее, решили мне помочь моей дочке. И немножко, пока все этот процесс идет, я вам расскажу, что и почему, потому что я не снимала ролики. Ролик вчера я выложила, но это мы с Мадиной кое-что делали. Еще там должно смонтироваться что-то, я не помню. Но у нас было очень много заказов, друзья. Я не успевала ни снимать, ничего нормально делать. Я еле-еле накрыла на стол. Это было что-то, конечно. Но мы... Да, мы сутки не спали. Те 2 суток мы спали по 2 часа. Короче, вот так вот. Ну, зато заработали, по идее, получается. Ради этого мы и правда заказываем. Да, немного Вот заработали. сегодня как раз таки пойдем на рынок и будем... Тратить, вернее, то, что мы заработали. Так, а так у меня вот сегодня что идет, я вам расскажу. Вчера у меня была в гостях одна моя двоюродная сестра, но я не успела вовремя все ей приготовить, все-таки, что хотела, но так получилось. А в понедельник обещается... Еще думали, что она может быть не приедет. Да, но она, да, так сказала, может приеду, может нет. Я начала с утра готовить, но успела салатики приготовить и котлеты. Я больше ничего я не успела. Но у меня была и индейка, были и куры. А в понедельник обещается приехать моя вторая двоюродная сестра, младшая, которая живет в Чечне. Я вам показывала свадьбу, все такое, короче говоря. И вот не мы решили, а девочки решили мне помочь заморозку сделать, чтобы я потом в понедельник утром быстро все поставила в духовку. Вот Тензила делает свой фирменный куриный рулет. Мадина будет делать котлеты по-киевски. Аишка помощница. А я оператор сегодня. Ты сюда этот хлеб добавляешь? Да, сухари добавляю. А сюда же? А ты хлеб добавляешь? Батон, по-моему, же. Батон с молоком, по-твоему. Ну вот я и говорю, батон же обычно. Сейчас, по-моему, чтобы не заморачиваться, легче будет сухой. Но они, по-моему, невкусные, да? Не, я такие не добавляю, вкус испортит. А там еще должны быть Они специфические какие-то запахи. Вот это вот торчат, ага. А их мало, ниже еще обманчик. Может, Ибрашку попросить купить? То есть сфотографируй и именно такие, чтобы он купил, отправь. Так, что мы еще будем делать? Куриные шашлычки они мне хотят тоже приготовить, заморозить. Люля-кебаб собираются тоже заморозить, сделать. И что еще у нас было? И печеночные эти. Мы шарлотки сделаем или тортик? Шалот. Может, тортик? Я не люблю эти шарлотки. Какая разница? Тортик мы сделаем. Ты же тортик хотела себе калькуляцию сделать? Нет, Ты именно шарлотки? Я ей говорю, там из килограмма получается около 5 тортов. 5? Да. Ну давай Шарлотки тогда. я не понимаю. Просто Вот ты рецепт сделай. этой песу. Отлично. Момент, хажуауре. Вот этот момент. Нож, конечно, должен быть острый. Ибрагим у нас опять убежал. Не наточить, ничего не сделать. Ну, там в Ютубе другие как-то по-другому делают. Но я вот так вот грубо, чтобы кожу не испортить. Вот. В Ютубе, конечно, там аккуратно как-то ложно, но вот так вот лучше, видишь? Самое интересное, там если даже чуть-чуть подрезать, потом когда собираешь... Нет, все равно лучше не подрезать. Да. Лучше, чтобы кожа Ну, я собралась. имею в виду, не огорчайтесь, если с первого раза что-то испортилось. Ну, надо конфету. Так, Мухаммед, наверное, кушать хочет, бабушка, смотри. Каша и Йохан? И в понедельник мы собираемся к моей сестре поехать все вместе. Двоюродная сестра приедет.
Нет, я еще не предупреждала. Что? Да, значит, Что раз- будешь делать? Сейчас Сейчас тебе тоже дадим что-то сделать. Подожди. я буду котлеты пожимать, ты начинку начала. Ой, Аишка, осторожно. Я знаете, что забыла? Крылышки. Что думаю, что мне мешает? Уже я их во сне вижу. А маленький ножик поедите. Попробуй эти. Она про спинку мне все утро говорила, поэтому сразу. Как раз таки у Ну, меня когда она делала на заказ, у нее сложности были именно с этой спинкой. Не-не-не, по-другому. По-другому Не так могу, делала. Не могу я это. как раз таки проблемы именно с этими крылышками и с этим, по-моему, там самое трудное это было. Нет, крылышки самые легкие. Сухожилие. Найдите сухожилие. Помогайте себе пальцами. Ну, уже на 6-й, по-моему, я чуть-чуть остановила. На 6-м рулете уже было У лучше. меня Хава просто вот смотря научилась сразу. Все. Ну, я, кстати, первый рулет по видео, которое мама добавляла, по нему смотрела и вытаскивала. Так, ты уже формируешь, да? Формуешь. У Танзила вообще все 4 дня были заказы, даже. А что начал? Но труд, конечно, я вам скажу. Это моя спина, моя шея. Ну, в принципе, ты заработала хорошо. Мы с Мадиной тоже заработали. Мне одна подписчица написала, не говорите, сколько заработали. Так что мы не будем говорить, сколько мы заработали. Почему она это говорит? Не знаю. Чтобы не сглазить? Ну, чтобы сглазить, там не такие уже огромные деньги. Да, не такие Вот большие это мы вам деньги. скажем. Смотря, ну, небольшие деньги, смотря какой труд по ходу, да? Если по труду смотреть, то вообще Да, маленький. по труду, если смотреть, Если это не считать очень еще, большой. что все убрать надо, помыть надо, почистить надо. Поэтому мама, наверное, промолчит, которая 2 дня выбирала. Если даже не 3. Нет, уехала. Кухню, конечно, я убирала 2 дня. Все. А ты позвонила Ибрашке? Сухарей хватит тебе? А что вы дома не сделаете? Что? Я дома делаю. Быстро хлеб в духовку поставьте, через мясорубку прокрутите. У нас же измельчитель есть. Я сухари не покупаю. А у меня и черствый хлеб, по-моему, есть. Да. Через мясорубку мелкую. Измельчитель. А у нас везде блендер же есть. Зачем нам мясо? Все. На. На. Давай побольше. А из косточек, которые вынимались с наших рулеток, столько мяса вышло, что мы все салатики именно с мясным, ну, с куриным мясом сделали именно из этих косточек. Мясо с костей, которые только сняли. Так что выгодно, можно сказать, да? И Вот. супчик можно сделать. Ну, и супчик, естественно, можно. Сколько там? По-моему, то ли 8, то ли 9 сугробов мы сделали. Ну вот я вот так вот не делала. Вот целый кусок сыра. А, ты сыр не натирала, да? Да. Ну, в принципе, какая разница, наверное. Ну, они же сейчас еще заморожены будут, так же быстрее они, она рассыпается. Но вот такие вещи мне нравятся больше в горячем виде. Вот именно Ну, вот я когда тоже вот. не понимаю, куда они Да, вот в такие, когда гости приезжают, чтобы сыр, и масло растекало при подаче, По-моему, при, я большой сделала. когда резать. Ты, может быть, взвешивала бы, у тебя одинаковые бы получались. Мама всегда Я взвешивает. всегда все взвешиваю. Что они не работают? Батарейка вниз. Весы удобные, по-моему, да? Они неудобные, очень Нет? плохие весы. Мне с весами всегда не повезло. Мы так с ними намучились в этот день. Мадина, вылей вот эту воду, что она там Она? руки помыла. Сундеш, да? А новую принеси. А ну, мам. Ай, барахлили они, все время барахлили. Мы промучились этими весами. И так были все на нервах. Но мы ни с одним заказом не опоздали. Ты видела, по-моему, один заказ опоздал у тебя, да? У меня ноги опоздали. Многие даже. Но ты переборщила с заказами. Не то, что переборщила, я и человек подумал. У меня Человек, же которого подвел. ты нанимала, подвел тебя, да? У меня работник должен был выйти, я рассчитала все.
Салаты вообще на другого человека были рассчитаны. Он не вышел, и пришлось самой готовить. Хаве пришлось отлучиться. Хава, если что, это вторая жена ее мужа. Много бывает вопросов, когда я это говорю. Да, у ее мужа их двое, но они очень ладят. Скажи сама. Я забыла. Да. Она лучше, чем... Сестра, да? Да. Я шучу, но больше она помогает мне. Ну, конечно, потому что вы вместе живете. Сестра же не может к тебе Ну, мы не как приезжать. две жены, если, в принципе, можно сказать. Даже Я вообще все сама, соцсети. друзья, сама удивляюсь. Как я своим характером, да? Конечно, не то, что своим характером, что вот так вот две жены могут ужиться. Я бы не смогла, это однозначно. Я никогда этого не признавала. Не то, что там две Честно жены, признаюсь, на многие завидуют. Даже... не то, что там, вот когда муж налево ходит, тебя терпят жены, я бы не вытерпела. Ну, дети, ты сама знаешь, как меня любят. Однозначно я такой единоличник, это мое должно Дети было меня быть. обожают. Ну, у них вот так вот. Я даже удивляюсь, когда Танзила вот о чем-то рассказывает, о чем-то говорит, именно о этих своих отношениях друг с другом, что вот они так дружны между собой. Меня удивляет, конечно. Пленка в шкафу. Ладно, И- если сам бы да, рулет, а потом Что? в жизни год рулет. Я же не знаю. Ну, иногда бывает, что не получается. Но вообще-то я когда Танзила очень переживала, когда Танзила возвращалась туда, в семью обратно, что они могут не поладить. Я ей, конечно, сказала. Между прочим, эти твои слова мне помогли. Да, я ей сказала, если ты хотя бы один раз, если я услышу, что вы не ладите, тебе не поздоровится. Потому что вернулась она сама, по своему мнению, сама захотела вернуться. Я скажу честно, я была категорически против, чтобы она возвращалась туда. С моим характером. Да, ну, с характером, без характера, потому что вот, категорически против была, потому что внизу была уже жена, уже дети. Я действительно боялась, что они не будут ладить. Я очень об этом переживала, потому что, да, у Танзилы очень сложный характер, это однозначно. Ну, я ей сказала, я тебе не прощу, если ты с этой женщиной будешь плохо относиться, если вы не поладите. Может, это сподвигло, может, не знаю, что. Я ей той по телефону потом сказала, находите компромисс, никогда не ссорьтесь. И я ей тоже сказала, я своей дочери не прощу, если она будет с тобой плохая. Может, эти мои слова, может, не знаю, может, что. Молоток вот лежит. Но они очень хорошо ладят. Машалла, лишь бы сейчас не сглазить. Сегодня будет такая съемка, знаете, болталка. Хотя вот многие не любят, когда вот и сейчас какие-то комментарии мне пишутся под старыми роликами, много разговариваете, много болтаете, много лишнего разговоров. Я уже не знаю, друзья, я не знаю, почему. Вроде бы я миллион раз объяснила, что не кулинарный канал. Смотрю другие... Смотрю другие каналы, ну, типа таких, как мои. Там тоже обычные разговоры ведутся. И не знаю, почему. Ну, в принципе, можно, конечно, не обращать внимания на это все, но тем не менее, не общаясь, не разговаривая, я просто не знаю, что можно говорить на моем канале, потому что, опять-таки, повторюсь, никого не учим. Может быть, мы даже неправильно что-то делаем. Не может быть, а иногда и делаем. Не все идеально. Да, и действительно у нас нет никакого образования, мы нигде не учились, просто так, самоучки, можно сказать. Танзила немножко работала, я немножко работала, и все. И поэтому мы просто готовим для дома. Ну, не для дома, а для этого. Ой, адыгейское соль. Танзила, в чем ты мне его присылала? Арла, в пакете чихажу, где вот зелень была. Нет, мы уже все сделали, аиточка. Неси тогда батарейки. Я принесла. Все равно не работает. Рассказать, что у меня произошло с копченой паприкой? Расскажи. Самое интересное, после этого индейка была нормальная. Да, индейка была А я нормальная. что, тебя не расстроить? Друзья, у меня, знаете, что произошло с моим заказом индейки запеченной?
Сделала, как обычно, все как делается, но добавила хорошую такую, наверное, с горкой столовую ложку копченой паприки. Я хотела вообще сделать идеальную индейку, наверное, чтобы очень она понравилась, потому что заказ был моей подписчицы. Не знаю, основные заказы у нас были, конечно, от Танзилы, а этот заказ был у меня именно от моей подписчицы. И, короче, в этот день у меня тоже не было уразы, потому что давление подскакивало. У меня 2-3 дня даже я не смогла держать уразу, не буду скрывать, потому что это все равно не скрыто от Аллаха. С завтрашнего дня буду снова держать пост. Дал Эндали, эти 3 дня надо возместить, и 6 дней месяца Шаабана нужно сделать, потому что это очень как бы приветствуется, да? 3 дня у тебя будут отчитываться как Но я еще 6 дней делаю. Нельзя, чтобы 9 дней держать же можно. А когда это надо? Уже сегодня, уже вчера даже можно. Вообще Да? после первого дня можно. Завтра можно? Можно. Вообще этот месяц, в этом месяце. Вот, У нас в воскресенье свадьба, я в понедельник жду, чтобы... а вот в этом месяце можно держать. Даже весь месяц, в принципе, можно держать, если хочешь. И, короче говоря, попробовала я эту индейку. Ну, попробовала как? Под, ну, где ребрышки, под ним немножко кусочек попробовала. И вы представляете, но она была индейка была горячая, может, из-за этого. Я, короче, не поняла, что произошло, но она была настолько горькой, прямо вот, не знаю, я расстроилась, я расплакалась. Мне уже вообще никаких заказов делать не хотелось. Ты не то, что расстроилась, я побледнела. Мазина говорит: мам, ты просто побледнела, ты, говорит, побелела от этого. Что мне делать? А уже вечер, 5 часов, по-моему, вечера было, когда мы ее сделали. Перепокупать где-то индейку было просто не вариант для меня. Ну, это не это же день. Это в этот же день же. В этот. Мы же индейку в этот день, а баранью ножку перед этим пожарили, а индейку в этот или нет? А почему ты папа? А, нет, в этот. За день раньше это было. Мы думали, что в этот день все-таки, может, в принципе, все-таки... Да, индейку и баранью ножку мы в этот день. Паприки, да, туда надо паприку. А может быть в этот, сухари паприку добавить? Нет, туда лучше, туда не надо. Куда зачем папа? Цвет, чтобы красный был. Я тебе тоже, между прочим, хотела сказать, но хотела сказать в паприку добавить. Ой, в этот. Как ее? Кстати, толщина этого рулета, наверное, от курицы зависит, да? Потому что когда ты грибной мне прислала, она прям вот высокая была. Или грибы начинки большая Нет, была? Курица, да? Курица. Да. Ну, курица небольшая. Если курица маленькая, то сам рулет маленький. Ты мне присылала, помнишь, с подружкой? Он маленький вообще был. маленький. И, короче говоря, что мне делать? Я в истерике, как Мадина говорит: мам, ты побледнела. Уже никаких заказов делать не хотелось, у меня руки просто опустились. Я Танзиле звоню, я говорю: Танзила, у меня вот так и так. Вот. Она говорит: не может быть, в холодном виде будет все нормально, не беспокойся, все хорошо. Но это меня не успокоило. Она сейчас его закрутит, наверное. Ну, Танзила поняла, что, конечно, мне не хочется именно вот такой заказ отправлять. И через какое-то время она мне звонит и говорит: мама, говорит, я тебе там индейку присылаю, переделай ее, а ту индейку поставишь себе на стол. И вот так вот меня спасла моя Танзила. В итоге та индейка не особо и горькая. Да, не то, что не особо, она вообще не горькая. Она у меня простояла на столе, на второй день пробую, вы представляете, индейка никак не горчила. Я после того, как прозвучал лазан, попробую, я тебе сразу сказала, он нормальный. И Мадина мне сказала: мама, говорит, она не горчит нисколечко. Но все равно заказ был переделан, Танзила меня спасла, можно сказать. Все. Вот такие вот у нас были случаи. Так, рулет готов, да? Все, пойдет в заморозку. Теперь вот на шашлычки сделаешь. А потом с гранатовыми браслетами что произошло? Что с ним произошло? Они его 3 раза катали, гранатовый браслет. Мы его Они, переделали. оказывается, сидели, ждали, просто Танзила не тот номер прислала, там еще один. Послали с гранатовым браслетом по заказу Гаудина и Брашку. Те не брали номер телефона, телефон не брали, трубку не брали. Привезли обратно. Они все эти, короче, потеряли форму гранатовые браслеты. Это было что-то. Переделали, снова форму придали. А насколько это сложно. Ой, Аишка, сабр делай.
Послали второй раз, те опять трубку не берут. С этими гранатовыми браслетами вообще было что-то. В итоге последний раз уже нормально добрались, и вроде бы довольны же они были гранатовым Танзила. Так что вот такие вот происшествия у нас с заказами были. Работали мы, я вам скажу, с 8 утра до 8 утра следующего дня. Вернее, ну именно первый день Уразы Байрама. В 8 утра мы с Мадиной закончили Я не делать выдержала и легла начать спать. заказы. Мадина поспала ровно час. Час-полтора даже, по-моему, ты поспала, да? Час. Я вообще не спала, потому что мне нужно было и стол накрыть, и прибраться. Везде убрать ручки Мухаммеда и Аишки, которые были наляпаны. Опять выключился. Двери все были мои в ручках от Аишки и Мухаммеда. Стол накрыла так, друзья, кое-как. Поэтому и не снимала стол. Мне не очень-то он понравился, но на столе было все равно, вроде бы полный получился стол. Не знаю, как-то из-за своей лени, может быть, не снимала. У меня была индейка, жареная курочка, печеночные вот эти вот оладики поставила, голубцы были. Потом салаты, которые я делала на заказ. Мы же салаты по килограммам продаем, у меня там оставались. Ну, вот таких вот салатницах. По две или по одной салатнице оставался винегрет, оставалось оливье, мужской каприз у меня оставался, был тоже на столе. Но я на стол их не ставила, друзья, я их хранила в холодильнике, и поэтому у меня ничего не прокисло. Я ставила на стол все, когда приходили люди только, потому что... А мои все же. Хажил, по-моему, вон там был розовый, приправлял для куриного шашлыка. Посмотри, вон там кулечек. Коту мы вообще еще не видели, что тут надается все. Вот открой там шкафчик, посмотри. Честно, Аишка, по-моему, раздетая уходит. Ты за ней не присмотрела. Я уже не знаю, как эти девочки бороться. Аиша! То есть разные хамажис гясу. Посмотри, кулечек лежит там. Здесь? Да. Здесь разница. Вот здесь, там еще должен быть какой-то розовый кулечек. Здесь нет. Если куда я его делала? Мне немножко оставалось этой приправы. Вот у нас там эти приправы продает. Она грузинка или азербайджанка? Я точно не знаю. Грузинка? Хахаял, да, стаканчик с аджикой тоже. Ой, я что, я для бара немножко вот этого добавляла. Очень вкусно. Вот в таком стаканчике аджика Соевый у соус. них. Мадина, а ты взяла, ты какой соевый соус добавила? Да. Это нормально. Там мой без этого. Безглютеновый. Ты меня уже пугаешь. Но безглютеновый невкусный. А ты это паприка. Ты на диету куда обратно собираешься? На диете, вот как после пост закончу держать и сяду не на диету, а на свое правильное питание. Я набрала вес снова. Дым, Надо было утром сбиться, говорю, взвеситься. дым добавляйте чуть-чуть только. Жидкий дым, да? Я вот эти две эти добавила. Нет, много для этой курицы. Ну вот. Для запаха только. Мадина вообще и майонез добавила. Не, майонез не надо. Лук где? Вон. А вот не добавляла. Все, пакет закончился. Сколько? 10 штук? Ну, я не знаю, по-моему, у нас не было килограмма фарша. Я его не взвешивала. Просто Танзила мне курочек прислала, 5 курочек таких, с побитыми крылышками бесплатно. Я оттуда фарш взяла и все, сделала фарш от них. А этот нужен горошком перец? Больше ничего не надо. А масло? Масло ему не наливаем. Так, позвони Ибрашке, пусть принесет нам. Мы сказали, сделаем. Танзила, Мадина, там на улице черствый хлеб в пакете лежит. Как раз на обед сделаем себе котлеты, а еще для встречи гостей сделаем. Все. Запах. Да, у нее должна быть крышка. До вечера постоять где-то, а потом же можно в заморозку? На длинной печке.
Так, рулет же сразу можно в заморозку. Да. Крышка, наверное, Мадина тензила вот этой, над этой, над вытяжкой. Нет, нет, это не ее крышка. У нее своя крышка есть над вытяжкой. И да, я вообще не знаю, зачем вот эти вот чашки покрасили. Краска лезет с них. Так что, если кто-то будет, хочет их купить, заказать, имейте в виду, что краска лезет. Вообще облазит. Я очень редко ими и пользуюсь, и все равно она облезла. Видите, внизу вообще облезла. Вот. И сегодня мне одна моя подписчица тоже пишет, что они ставили посудомоечную машину, они у них облезли. Так что, если что, отзыв такой у вас, вот для вас. Покупайте чаши уже другие. Лучше даже эмалированные, наверное. Или пластиковые. Вот тапервей мне нравится, честно вам признаюсь. Еще куда она мне дела? Лопаточка тапервей. Сегодня блины пекла. И позавчера пекла. Это что-то, друзья. Я не знаю, как я раньше обходилась без нее. Раньше-то она здесь у нее где-то была, Мадина. Мама, она говорит. Ой, Ишки, Ишка забрала ее. Она так хорошо переворачивает блины, никаких этих шпажек не надо, ничего не надо. Это просто прелесть. Она так хорошо полностью поддевает весь блин, потому что такая вот длинная. И одной рукой переворачивается просто идеально. Так что реклама вам такая. Но не реклама, это не реклама, не проплачено, ничего. Просто я рекомендую, потому что мне показалась она очень удобной. Стоит она, по-моему, 700 рублей, я сказала, Мадина, я купила. А, нет, я ее не покупала. Она мне была дана в подарок. То есть она стоит 700 рублей? Я не знаю, сколько она стоит. Не могу. Ну, у них вещи не дешевые, Мадина. Она сама должна все переворачивать. А? Она должна все сама Не, у них продукция, конечно, дорогая. Я не знаю, сколько стоит. Она мне действительно, они мне дали. Фиш, Котлет. сухарики. Она мне ее подарила, потому что я купила товара у нее больше 3000. Вот если у нее покупают больше 3000, то она что-то дарит в подарок. Мадина говорит, лучше бы ты посоветовала, чтобы она записала тебя на страничку. Мне, между прочим, мои подписчицы говорили, что можно самой подписаться на эту продукцию, и там 25% скидка. Ну, посмотрим, может быть, как-нибудь и подпишемся, потому что, не знаю, мне нравится эта продукция. Почему-то мне понравилась она. Пока ничего не буду покупать, никакой посуды, ничего. Нужно решать мне другие проблемы. Мне нужно накопить денег, чтобы сделать забор. В первую очередь. Так, теперь Танзила будет делать мне люляшки. Значит, у меня тут, по-моему, килограмма не было фарша. Нет. Грамм 800 фарша, грамм 150-100 бараньего жира, черный перец, адыгейская соль. Мелисунели где? Мели-сунели. Так, Танзила, в чем он у меня? Такая большая банка должна быть наверху. Нет, ну не туда. Там нет специй. Специи только там. Интересно, где он у нас? Такая... Вон, хлопья вот, вынь геркулесовые. Жир Ага. обязательно добавлять. Вот. Сухарь бывает. Ну, чуть-чуть. Вообще надо добавлять кинзу, не любит кинзу. Ну, в этих вещах я люблю еще кинзу. Знаешь, в чахахбиле и в этом. Мне не мешает кинза. А так в сырую я кинзу не люблю, честно скажу. Так, вместо кинзы Танзила добавила петрушку и одно яйцо. Что? Полтяба. А, и лук добавить надо. 2 луковицы ты добавила, да? Здесь Ты будет же раньше зеленый лук добавляла. А нет? цвет просто. А ты на шпажке не сразу? А, уже в готовом виде, да? Когда в духовку ставишь, яйцом надо смазывать. Обмазывать яйцом. А шпажки когда? Когда уже испекутся, Готовы, что ли? да. А. Здесь килограмм, по-моему. А? Килограмм. Фарша? Обычно 10 штук получается с килограмм. Просто я даже, знаешь, не сообразила. Вот фарш, который последний раз купила, оказывается, она мне его привезла не по килограммам расфасованные. А как? Ну, она примерно сделала, положила себе в морозилку и
прислала. А я как-то не взвешивая, мы же всегда по килограммам кладем всегда. И 700 грамм выходило, и 800 грамм выходило. Ну, общее количество, конечно, 8 килограмм было, но факт, что немножко я... Вот тебе прислала Фаш 2 килограмма. Там один пакет был кило 300, а второй 700 грамм. Так, у нас небольшой бардачок, конечно, вы меня простите. Неделе надо скоро ехать домой. Мадине и мне на рынок. Азиатский. Ну, Мухаммед с бабушкой будет, Аишка с Ибрагимом. У Мадины свадьба в воскресенье, и у меня свадьба в воскресенье. У меня даже 2 свадьбы в этом месяце. Заловки, моей заловки, как его, Дивера дочка замуж выходит. Рамзан Яхович. Патики. На чулках. У Мадины двоюродная сестра мужа замуж выходит. И Арчакова Зайнепи, ее дочка 29-го замуж выходит, туда мне еще на свадьбу нужно. Ну, сейчас свадьбы только так. Да, так что нужно какой-то прикид А покупать. обычно, когда воровали, то в последний день. Сейчас вроде бы говорят, разрешают уже воровать. Да не, вранье. Нет? Фейк? Как сейчас принято говорить, фейк? А жир вытопится же, нет? Вытопится. А то сочно. А я как раз, эта баранья нога была такая жирная, которую мне на заказ прислали. С нее сняла жир. Ну там жира много посадить надо. Это маленький. Ничего. Все. Там ровно килограмм. 4, 8, 10, Даже чуть больше. 12. Килограмм обычно. Ну, мне хватит. Всего понемножечку накрою на стол, мне хватит. А смотри, тарелку. Да, я не знаю, сколько их будет. Мы, в принципе, сразу поедем к сестре моей тоже. Так, Танзила уезжает уже. Мы пожарили несколько котлет, посмотреть, что и как. Вот такая получилась котлетка. Где вилочка? Вот, сыр растаял. На вкус попробуй. Мадина на заказ сделала у нас. Тоже понравились, отзыв такой хороший был. Сочные вроде, Да. Мясо само по себе сочное. Там у меня и грудинка, и бедрышко. Вкусно. И, друзья, если что, котлеты куриные вот эти вот обжаривались наверху под крышкой и в духовке. Вот так вот. На медленном огне, под крышкой. И хорошо вот обжаривались. Все готово. Так, ну пошли. Танзила уехала, а мы с с Мадиной и Аишей едем на Назрань. Да, Аиша? В город за покупками. А езжу? У нас дождь, как видите, сыро уже 4-й, 5-й день. 6-й день идет дождь, если честно. Сегодня забежала на минутку в огород. В огороде тьма травы. Совсем не видно, что всходит. Я не знаю, как я буду пропалывать. И никак не просыхает, как видите. Дождь, дождь и дождь. Мама твоя? Айок, мама? Тоже? Ну, идемте. А мы зонтик не взяли. Но мы все равно в павильоне будем. Так, мы в Назране. Я не думала, что тут будет так много народа. Вернее, машин больше. Ну, раз машин, то и народа, наверное, много. Я думала, вообще никого не будет. Я таксисту говорю сзади. А припаркуешься где-нибудь, чтобы мы сошли? А тут такое, что мы еле-еле. Он еле остановил машину. Столько людей. Так, мне надо поменять валюту. Сейчас посмотрим, сколько здесь будет. Курс какой. Давайте скиньте вот. Пишите на фабрике. Перец
центральный ряд Лейла. Можете мой номер Ага, записать. Лейла, и я, Лейла. Да, тезка моя, Тёзка. тем более, да. Вот такие Можете вот мой платья, номер девчонки. записать. Новый завоз, очень красивые платья. Мне вообще вот эта вот вышивка тоже очень нравится. Выбивка, вышивка. Так, что еще? Вот А, вот. французское длинное платьишко. Вот платье красивое. Летние платья, очень красивые, длинные. Вот здесь французская длина, а вот наверху длинная идет магазин. Так, девочки из Ингушетии, приходите. А кому-то надо будет выслать и вышлем. Может, вы мой номер запишите? Номер. Да, если вдруг попросят. Ну пусть будет продавец. Все равно пойму. Как меня. Эйшка. Это что, Тимур Кувчинера, ну что, удобнее. А, и удобно ходить. На работу можно взять. На работу. А. Ой, сейгер моч, ha яхас. Мадина, сбав кахмекер. Просто снимаю. Хамаш, это ждет ходом тхошт. Здесь есть Herzen. Wacht even, heute ist hier. А это тебе не нравится? Пожалуйста. Hat u goed gemaakt? Очень красиво пошли. Ну так, посредственно. Ну там рукопаль. А может ты себе костюм подберешь, не платье? Костюм я иду. Аишка, я халишка, мама, снять лейтос. Зам свелхи. Выбирай уже сама. Ага, вкусе уж саги, я тебя ничего. Рука короткий. Да, ты веришь, я даже не знаю, я я только лучше. повесила. Только. Там, по-моему, рукав короткий, но платье красивое. Там же вот эти. Нормально, девочка. Аишка, не мешайся там. Нет, она играет, смотрит. Аишка. Ей это нравится. Так идем. Ей это нравится. А, не урони только зеркало, не урони зеркало. Да, только зеркало. Хейли Ханс, пойдем, мама пусть зайдет, а ты выходи отсюда. Хей, тоже. А то маме тесно будет одеваться. Когда ты ходишь, в принципе, не покупаешь, то бывает много чего красивого. Специально придешь, Покупать, да, не видеть. бывает, да? Не Жень? бывает, да. Ну, вот это малиновое платье, кстати, тоже обалденно смотрится. Ты не хочешь его тоже померить? Которая малиновая. Ты знаешь, я тебе вон то сбоку, вон, видите, белое присед. Как оно сидит идеально, А, если бы это? вы знали, оно последнее осталось. Просто пусть по мне не нравится, пусть не берет, я никого не заставляю. Ну, оно сидит и А? О, надо было то, когда ты одела, снимать тебя. ну пусть еще раз один. Да я жду, тешки, да я жду. Они классно оба идут, да, поэтому. Хосто. Ну, можно взять вот так, да. Я вообще тешки хосто. Заплатить вторую, потом даже зарплатой тоже можно будет, не вопрос. Это вообще нету проблем. Красиво идет. Так если сейчас два брать, Так, мы приехали, уже замерзли до ниточки. я не особо занимаюсь. Попили чаю. И вот платье, которое купила Мадина. Наряд такой, а? Перешить надо, появляться. Самое интересное, я похудела и пальцы похудели вместе с этим. Ну, конечно. Ой, прикинь, она упала. Ну, встань туда в угол, то если я... Единственное А? золотое кольцо, которое осталось. Твое я имею в виду. Мое, да. Мои золотые кольца, мои видишь. золотые украшения, я им двоим поделила. Тандила, конечно, свое... Сейчас еще бы скину. Разрешила свое потратить, кому не надо.
Сейчас еще спину выровнять. Что скинешь? Выровнять спину. А, спину. Да, осанка у тебя, конечно. А? Али? Косынь просто, видишь, козатлы, да? А что я? Прическа видишь. Так, а это второе платье, которое купила Мадина Мы сегодня. уже показывали, а просто косынка все это тогда не было подобрано. А ну-ка, ты повернись и стай нормально, а то секунду не стоишь. Нет, лицом, пожалуйста. Так, да, тут еще второй блогер снимает вовсю. Вот. Да, это все, я сейчас не надо быстро собраться. Все. Ну, косынку тебе, правда, там замоталась некрасиво. Ай, ну его еще погладить надо ему. Ну, наверное, надо будет и вот воротник, чтобы было видно, да? Да. Вниз косынку сделать. Потому что вся красота в этом воротничке. Ну, тогда вот. Да, вот так вот надо. Косынку туда заправить. Это поясочек такой красивенький. А я же... Он и без пояска тебе красиво. А я же... Даже без пояска красивее, Мадина. Намного. Вот. Без пояска очень красиво даже, мне нравится. Ну, когда с пояском оденешь, когда без. Просто подрезать надо будет. А и я, чтобы... Да, мне вот это платье все-таки больше нравится. Сейчас вот это. Вот так, наверное. Да, да, чтобы немножко туфелька была. Туфелька, чтобы была видна. Ну все. На этом все-таки заканчиваем. Заканчивается, да. Мне надо ехать. Аишка, ты уходишь? Пока. Пока. Мухаммед, пока. Почему Мухаммед без шапки? Пока-пока. Давайте, давайте, счастливо. Мяша лучше. А, соска, Аишка. На, соску я не отдала. Хит. Забирай соску. Пока. Аиша, пока. Человек, пока. Человек. Ну все, мои дорогие, уехали мои все дети. Теперь я буду отдыхать. Вот так вот у нас сегодня. Как-то так. Всех благ вам.